Приветствуем всех поклонников автомобильного спорта. Сегодня вновь в центре нашего внимания картинг. Студия Байер и программа «Видеоспорт» представляют самую сложную и представительную гонку картингового сезона в Татарстане – этап чемпионата, Кубка и первенства Приволжского и Уральского федеральных округов. Лучшие пилоты из более чем 15 субъектов Российской Федерации сражаются за звание сильнейшего на Сабинской трассе. В сегодняшнем выпуске самые быстрые и самые стремительные классы картов, высочайшей скорости, надрывный визг покрышек и отчаянная сверхнапряженная борьба в каждом заезде. В ближайшие полчаса не пропустите. Когда мы говорим слово «картинг», то большинство сразу представляет бойкого мальчишку в большом шлеме, вцепившегося руками в руль и мечтающего о всемирной славе Айртона Сенны, Фернандо Алонсо или Себастьяна Феттеля, которые тоже когда-то начинали с картинга. Однако в нынешнем выпуске нашей программы речь пойдет о классах, в которых с удовольствием участвуют и вполне сложившиеся взрослые пилоты. Потому что на самом деле картингу все возрасты покорны. Итак, класс Rotax Max. Возрастной ценз 14 лет и старше. Очень популярный во всем мире международный класс. Карты имеют серийный одноцилиндровый двухтактный двигатель с водяным охлаждением объемом 125 кубических сантиметров, позволяющий развивать бешеную динамику. 16 пилотов заявились на этапе Кубка Приволжского и Уральского федеральных округов 22 мая. Представлены спортсмены из Тюмени, Сургута, Нижнего Новгорода, Каменска-Уральского и Йошкар-Олы, ну и из ведущих картинговых центров Татарстана – Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Уруссу. Как обычно, гонка состоит из квалификации и двух финальных заездов. Мы наблюдаем за событиями первого заезда, и здесь о лидерских амбициях сразу же заявил казанец Денис Николаев, стартовый 16 номер. Николай Калинин недолго шел вторым, очень скоро его опередил нижегородский пилот Семен Балдин. На втором круге выстроилась такая последовательность: Николаев, Балдин, Калинин и четвертый Ян Кемф. Далее челнинцы Клим Никонов и Данил Телепов, Вадим Юрумухаметов из Тюмени и еще один челнинец Кирилл Басов. В этой зачетной группе татарстанский сезон состоит из 7 этапов, из которых 2 имеют статус Кубка Федераций Приволжского и Уральского федеральных округов. В прошлом сезоне 2020 года, представитель команды «Татарстан» Егор Кузьмин выиграл обе гонки федерального уровня и стал победителем татарстанской картинговой серии в Rotax Max. Денису Николаеву тоже удалось ехать очень быстро. Пилот КамАЗ Мастер Юниор неизменно финишировал в первой тройке и, составив достойную конкуренцию лидеру, стал серебряным призером Rotax 2020 года в Татарстане. Но это в недалеком прошлом, а сейчас Егор Кузьмин заявился в другом классе, а Денис Николаев ведет первый финальный заезд. На пятом круге на 8-ю позицию, опередив Кирилла Басова, вышел Станислав Миникаев. Миникаев, к слову, бронзовый призер в Ротаксе первенства Татарстана 2019 года. По-прежнему впереди Денис Николаев, второй нижегородец Семен Балдин и третий Николай Калинин. Пока смена позиций наблюдается лишь в районе 10-го места. На 6-м круге Иван Соболев из Каменска-Уральского ворвался в десятку. Замыкает гонку единственная представительница прекрасного пола Анна Михайлова из Сургута.
ее номер 32. На седьмом круге лидирующая четверка распалась на две двойки. Семен Балдин преследует Дениса Николаева, а Ян Кемпф, стартовый 77-й, гонится за Николаем Калининым. Надо отметить, что соревнования Rotax Max Challenge проводятся в более чем 70 странах на 5 континентах. По статистике Rotax, около 50 тысяч спортсменов участвуют в соревнованиях по всему миру. Пока на 5-й и 8-й позиции, соответственно, Данил Телепов, Клим Никонов, Вадим Ярмухаметов и Станислав Миникаев. В этой группе кипят настоящие страсти, и Клим Никонов даже получил от судей замечание за некорректную езду. В лидирующей группе совсем еще ничего не ясно. Два карта борются за первое место и следующие два за третье. И отрыв от едущего пятым Данила Телепова уже весьма приличный. Семен Балдин не отпускает Дениса Николаева, но пока и не атакует. Выжидает удобного момента гость из Нижнего Новгорода. Тем временем Вадим Ярмухаметов и Станислав Миникаев продолжают свое локальное сражение за 7-ю позицию. На 10-м круге Кирилл Басов вернулся в десятку сильнейших, но всего дистанция заезда составляет 14 кругов в данной зачетной группе. И все же Семен Балдин дождался своего часа. При прохождении 11-го круга нашел подходящий момент и опередил Дениса Николаева. Картина в заезде теперь такая: Балдин и Николаев первая двойка, далее Калинин, Кемпф вторая двойка, потом разрыв, на 5-й позиции Данил Телепов 47-й номер, далее опять разрыв и Никонов, Миникаев и Ярмухаметов. В концовке Денис Николаев преследует Семена Балдина, но вернуть приоритет в заезде так и не удалось. Под клетчатый флаг пилоты выехали в таком порядке: первый Балдин, второй Денис Николаев и третий Николай Калинин из Йошкар-Олы. Второй финальный заезд, класс Rotax Max. Наблюдаем старт схода. По параллельным линиям двигаются карты, и после стартовой линии начинают гонку. После прохождения первого виража Балдин первый, Калинин второй, Николаев третий. Но уже вскоре Денис Николаев отступил сразу на 3 шага назад. Его обошли сразу трое: Клим Никонов, Ян Кемпф и Данил Телепов. Кстати говоря, Ян Кемпф из Тюмени 2 года назад, в доковидном 19 году, безоговорочно выиграл этап Кубка Приволжского и Уральского округов здесь, в Богатых Собах. Но пока сибиряк никак не может подобраться даже к призовой тройке. Итак, Денис Николаев пока только 6-й. Станислав Миникаев, Вадим Ярмухаметов, Кирилл Басов и Иван Соболев из Каменска-Уральского на 7-й, 8-й, 9-й и 10-й позиции. В арьергарде заезда Виктор Бызов, номер 18, борется с Анной Михайловой, номер 32. После 2 пройденных кругов в лидирующей группе без перемен Семен Балдин, Николай Калинин и Ян Кемпф ведут заезд. А вот Денис Николаев в определенной степени реабилитировался, в боях отвоевал себе 4-ю позицию. А на 5-ю переместился Данил Телепов, опередивший своего земляка Клима Никонова. А Семен Балдин, стартовый 50-й, постепенно отрывается от остальных. Данил Телепов и Станислав Миникаев соперничают за 5-ю позицию в заезде. Двигатели Rotax имеют мощность около 30 лошадиных сил и максимальные обороты 14 тысяч в минуту. Мощные быстрые карты. Одно удовольствие наблюдать за стремительным, выверенным движением этих машин по трассе. На 7-м круге Денис Николаев вернулся на 3-ю позицию, которую потерял в начале дистанции.
Пока расклад в заезде такой. Семен Балдин уверенно ведет караван участников. На второй позиции Николай Калинин, третий Денис Николаев, четвертый Ян Кемпф. Далее Данил Телепов, Станислав Миникаев и Вадим Ярмухаметов. Видим, что лидер ушел в отрыв. Семен Балдин выиграл первый финальный заезд и близок к тому, чтобы выиграть и во втором. А вот за последующие места борьба разгорается с новой силой. Вот Ян Кемпф активно преследует Дениса Николаева. А круг спустя уже Николаев догоняет Николая Калинина и всерьез покушается на его вторую позицию. Дистанция не маленькая, 14 кругов, и здесь главное сохранить силы на концовку, ну и сохранить технику, конечно, тоже. Тем временем Клим Никонов и Иван Соболев из Каменска-Уральского сражаются на вираже на 10-м круге. За круг до финиша сошел 51-й номер Раиль Фархутдинов из Альметьевска. Ну что же, вновь подтвердил свой высокий класс Семен Балдин. Вновь нижегородец первым рвет финишную ленточку. Николай Калинин из столицы Мариэл второй. Татарстанский пилот Денис Николаев третий. Смотрим, что по итогам этапа в целом. Балдин 2 победы вне конкуренции. А вот у Николаева и Калинина по одному второму и одному третьему месту. Но Николаев заработал 2 дополнительных очка за выигрыш квалификации и еще одно за лучшее время круга во втором финальном заезде. И в результате на 3 пункта опередил в таблице своего соперника из Йошкар-Олы. Я выступаю еще в кузовных автомобилях, в кольцевых гонках в серии СМТР СПГ, в ралли-кроссе, но тут физическая нагрузка намного больше. Я вот приехал со второго финального заезда, немножко подустал. Все равно непривычно, я не сидел зимой на картинге, но вспоминают руки потихоньку. Гонка прошла на высшем уровне, серьезные соперники, серьезное соперничество. К счастью, данная гонка прошла без каких-либо инцидентов, все чисто. Соревнования понравились. Основная задача – это сохранение высоких позиций в чемпионате, зарабатывать очки для команды. У нас уже 2 этапа России прошло. Команда, конечно, в форме, пилоты в форме. И прямо видно по скорости, по конкурентоспособности, по борьбе на трассе. Очень серьезная подготовка. Люди работали, несмотря на то, что прошлый год у нас такой был связан с пандемией. Ну и далее в нашей программе самый быстрый, самый крутой класс КЗ-2, топовая зачетная группа, самый престижный статус, ни первенство, ни кубок, этап чемпионата Приволжского и Уральского федеральных округов. Карты КЗ преодолевают круг Сабинской трассы в среднем на 4 секунды быстрее, чем Ротекс, и на 15 секунд быстрее, чем класс Восход. Словом, самые высокие скорости и дистанция заезда самая длинная. 16 кругов надлежит преодолеть пилотам. Дмитрий Арсентьев из Коврова захватил лидерство в первом финальном заезде. Максим Туриев из Нижнего Новгорода на второй позиции. Москвич Данила Заикин, показавший лучшее время в квалификации, идет третьим. В заявке КЗ-2 19 пилотов из Москвы, Нижнего Новгорода, Коврова, Челябинска, Тюмени, Севастополя. Смотрите, даже Крым представлен на соревнованиях. Ну и 13 спортсменов в этом классе имеют татарстанскую прописку, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Богатых Собах и Уруссу. В концовке второго круга произошла смена лидера. Максим Туриев, номер 25, рокировался с Дмитрием Арсентьевым и возглавил заезд. Туриеву 17 лет, он чемпион России 2018 года, обладатель Кубка РАФ 2019 года в серии Rotax Max. Есть опыт участия и в европейских соревнованиях. Начинал нижегородский пилот еще в Rotax Mini. В этом детском классе становился чемпионом Владимирской области. Словом, очень сильный картингист, который теперь и в КЗ-2 является претендентом на победу.
Туриев уверенно возглавляет первый финальный заезд. По-прежнему Дмитрий Арсентьев второй, Данила Заикин третий. В этом классе вообще нередко пробуют свои силы известные пилоты, снискавшие славу в различных других видах автомобильного спорта: ралли, ралли-кроссе, шоссейных кольцевых гонках, зимнем треке. Но и на этот раз в списке заявившихся значится пилот Марат Князев, успешный участник европейского ралли-кросса, но в последнее время также и активный участник картингового зачета КЗ-2, выступающий под флагом команды, имеющей звучное название «Татарстан». Марат Князев пока на 4-й позиции. Далее сабинцы Рифат Исрафилов и Динар Даминов. Рядом Ильшат Ибрагимов из команды «Татарстан». Карты серии КЗ-2, в прошлом эта серия называлась Интерконтиненталь С, имеет двухтактный двигатель водяного охлаждения объемом до 125 кубических сантиметров с шестиступенчатой кулачковой секвентальной коробкой переключения передач, то есть смена передач происходит моментально. Мощность силового агрегата в таких картах может доходить до 45 лошадиных сил. Минимальный вес машины с водителем 175 килограммов. Возраст пилотов от 15 лет. А Марат Князев, мы видим, активно преследует Данилу Заикина. И эта погоня в первом заезде, пожалуй, наиболее интересный и значимый эпизод соперничества на трассе. На 9-м круге представители казанской команды МАК «Титан» Алексей Герасимов и Николай Фролов сходят с дистанции. А в лидирующей группе без перемен Туриев первый, Арсентьев второй, Заикин третий и Князев четвертый. И этому квартету удалось уже оторваться от остальных. На 10-м круге Рифат Исрафилов выигрывает сабинское дерби у Динара Даминова и захватывает 5-ю позицию. Марат Князев несколько кругов отчаянно пытался попасть в тройку, гнался за Данилой Заикиным, но москвич свою 3-ю позицию удержал. Да, может быть, не самым богатым на события получился заезд, но, думается, интересно было татарстанским ребятам попробовать свои силы в соперничестве с сильными картингистами из других регионов. Вторым финишировал Дмитрий Арсентьев из Коврова Владимирской области. Ну а победителем первого финального заезда в зачетной группе КЗ-2 стал Максим Туриев из столицы Приволжского федерального округа. Дело не в трассе, дело даже не в опыте, а как бы у них другие моторы и как бы уже уровень другой. Ну, удовольствие мы так получаем. Даже те, которые ездят сзади, они тоже получают удовольствие. Это же как бы участие ради себя, чтобы поднять свой уровень. Второй финальный заезд. Не обошлось, мы видим, без коллизий на старте. Ильдар Бакиров допустил фальстарт, за что получил 10 дополнительных секунд штрафа. Карты отправились на дистанцию. Смотрим, опять в начале захватил лидерство Дмитрий Арсентьев. За ним Максим Туриев. Марат Князев зарезервировал для себя 3-ю позицию, чего не получилось в первом заезде. Ильшат Ибрагимов засветился на высоком 4-м месте, но уже вскоре его оставил позади себя Данила Заикин. И вы знаете, в какой-то степени сюжет первого финального заезда повторяется. Вновь на втором круге происходит смена флагмана. Максим Туриев подтверждает свой высокий уровень и карт под 25-м номером занимает позицию во главе каравана. Дмитрий Арсентьев отступил на 2-ю позицию. Карты в классе КЗ-2 разгоняются за 3 секунды до 100 км в час. Ощущения от вождения такой техникой очень специфичные. Имея потрясающую динамику, карт фантастически управляется.
По свидетельствам некоторых участников, с непривычки шея начинает болеть после первого старта, а ребра после первого поворота. В Татарстане есть опытные пилоты, выступающие в классе КЗ, но триумфаторы татарстанских серий предыдущих лет Аркадий Попов, Борис Гарифуллин, Всеволод Куйбеда в этой сабинской гонке в рамках этапа чемпионата ПФО и УРФО не участвовали. Кстати, Аркадий Попов и Борис Гарифуллин в 2019 году заняли третье призовое место в командном зачете в таких престижных и сверхсложных соревнованиях, как чемпионат России. Пока самое высокое место среди татарстанцев, третье, занимает Марат Князев. Он уже выиграл гонку 9 мая, гонку в Набережных Челнах, и является лидером татарстанского зачета в этом классе. Максим Туриев отрывается от всех остальных. На 7-м круге ситуация следующая. Туриев, Арсентьев, Князев, Заикин, лидирующий квартет. Ильшат Ибрагимов, 74-й номер, на 5-й позиции. Ильнар Галимов на 6-й. Ну и далее пелотон, и внутри него идет живая напряженная борьба, в рамках которой постепенно позицию за позицией отвоевывает себе единственный в гонке представитель Севастополя, 22-й номер Евгений Харьковский. В середине дистанции вынуждены были сойти два казанца, вначале Алексей Герасимов, а затем Ильдар Бакиров. В лидирующей группе пока без перемен, все на своих местах. А вот Харьковский вышел на 7-е место, опередив сабинского пилота Динара Даминова, представителя картингового клуба «Торнадо». Напомним, что чемпионат Татарстана в классе КЗ состоит из 7 этапов. Нынешний второй по счету, совмещенный с этапом чемпионата Поволжья и Урала. Так что вся борьба еще впереди, и здесь возможны и появление новых участников, и появление новых сенсаций. Итак, мы наблюдаем финиш второго финального заезда в классе КЗ-2. Без неожиданностей первым завершает гонку Максим Туриев, вторым Дмитрий Арсентьев, третьим казанец Марат Князев, за ним Данил Заикин, ну а Ильшат Ибрагимов, Ильнар Галимов и Евгений Харьковский финишировали почти синхронно. Нюансов не было, все в режиме, все хорошо, все получилось, что планировали. Да, немножко доработать. А так, это хорошая гонка, хорошая погода. Спасибо команде, да, и организаторам. Это тоже своего рода тренировка по стабильности, по тому, как нужно сохранить колеса. В принципе, тоже хорошо. Трасса отличная, мне все очень нравится. Я был здесь в том году, но только зрителем. Теперь побывал пилотом, мне все очень понравилось. Ну что же, по итогам всей гонки Туриев дважды первый, Арсентьев дважды второй. Нахождение этих пилотов на верхних строчках таблицы вопросов ни у кого не вызывает. А вот Данил Заикин при равных показателях в финальных заездах опередил Марата Князева за счет 2 дополнительных очков, честно заработанных за победу в квалификации. Самый старший участник сабинской гонки, Алексей Герасимов, дважды не доехал до финиша. Впрочем, это вполне объяснимо, ведь казанец впервые сел за руль боевого карта всего за неделю до соревнований. Ну, это моя первая гонка в жизни, и я получил огромное удовольствие. Посмотрел, как едут профики, будем стараться их догнать. Ну что же, осталось огласить результаты в командном зачете, в копилку которого очки зарабатывали участники 5 классов: мини, супер-мини, Rotax Max, Rotax Max Junior и KZ-2. Первое место заняла команда профи Лидер Oil Тюмень, второе и третье челнинские клубы Mad Max Racing Team и КамАЗ Мастер Юниор. На Сабинском картодроме уже много лет проходят этапы чемпионата 2 федеральных округов, проходят успешно, и, думается, есть все возможности принять топовые российские соревнования, чемпионат страны по картингу. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время.
есть возможности, промерили вполне. То есть богатые Сабы готовы принять чемпионат России. И вот на следующий год знаю, что вот планируется всероссийские соревнования в памяти Евгения Львовича. Тоже хорошая будет гонка. И я думаю, она 100% состоится при поддержке всех его воспитанников. Вот. Думаю, что будет следующий год, 22-й, будет спортивнее, интереснее, и еще больше народу узнает про богатые Савы, про гостеприимство, про все. Эксклюзивные подробные репортажи со всех гонок республиканской картинговой серии смотрите в программах студии Bayer Видеоспорт. До встречи на трассах!